Уважаемые друзья, хочу предоставить слово председателю Республиканской партии ЛПСН, ветерану Отечественного народа Абхазии Габдя Виталию Викторовичу. Зира Шурмас, приветствую вас, друзья. Я понимаю и принимаю, что люди устали от нас всех, что жизнь становится все сложнее, а справедливости меньше. Мы не пришли защищать власть предыдущую, несмотря на то, что локально было сделано очень много. Но, как оказалось, хуже может быть всегда. Коррупция и некомпетентность возросли настолько, что ставят под сомнение само сохранение нашей государственности. Обман как форма правления стала нормой. Более года оппозиция не призывала к митингам, сотрудничала с властью, взаимодействовала, но результатов от работы комиссии не последовало. Попытки выйти на содержательный диалог с властью носили околонулевой эффект. Пройдя во власть на ложных обещаниях, отняли у страны время на многие годы вперед. В главном, необходимые реформы были названы как ненужные, поскольку ограничивали власть злоупотреблений. Теперь и без того высокие полномочия президента хотят усилить распуском парламента, разрушая на том единственный механизм баланса ветвей. Нам насаждают мысль, что сами мы ничего не можем, нужно продать, передать, нажиться. Данный подход ведет к переформированию сознания абхазов в социум потребления, ведет к деградации, когда желание заработать затмевает сознание. Какая разница в том, останемся мы независимым государством или нет, когда без суверенных активов страна более не сможет развиваться самостоятельно. Основные фонды растаскиваются, жируют одни и те же, перестали стесняться несправедливости, обнаглели, назначают своих сыновей с первой записью в трудовой книжке сразу на должности замминистра, замруководителя государственной компании. В стране формируется новая буржуазия, поставившая себя выше закона. В реалиях данной системы коррупция будет нарастать, поскольку это дань президента за лояльность элит, которым предприятия передаются на откуп. На том держится устойчивость власти. При этой системе не может быть справедливости, социальных лестниц, дороги талантов. Мы не можем принять такое безобразие. И тут без разницы, кто на какой политической стороне. Отмечу, что справедливость является смыслом существования абхазов как социума. Иначе мы рабы, без земли, без воли, чинопочитающих и бессловных, которыми мы никогда не были. Люди выйдут и скажут, напомнят, что только народ Абхазии является главным носителем суверенитета, напомнят, что фальшь, обман и распродажа земель приводит к досрочным выборам. Почему те, кто забираются во власть, так быстро об этом забывают, не делая никаких выводов из совсем недавней нашей истории? Почему думают, что можно избирателя обмануть один раз в 5 лет и далее годами вести себя как барин? Люди выйдут на митинг и скажут, что это не так. Мы вам не дадим, мы вам не позволим, мы вас предупреждаем. Выводы за властью. Люди все пока еще ждут. Но лимит доверия уже практически исчерпан. Время и терпение на исходе. Нельзя без сожаления смотреть на те баррикады, которые выставили. Против кого? Пугая людей. Не лучше быть руководителем для своего народа, чем президентом колючей проволоки. Нужно просто услышать нас. Более мы ничего не просим. Спасибо.